Слушайте, ну это же прям золотой состав и режиссерская работа Айнура Аскарова. Ну замечательно, парни из Уфы. Но мы идем далее. Сегодня в республике стартует второй республиканский молодежный законотворческий форум. Представители молодежных советов районов и будущие парламентарии смогут сегодня получить реальные знания. Для них сегодня в Уфу приехали федеральные спикеры. Мероприятие пройдет в нашем замечательном Евразийском научно-образовательном центре. В общем, поприветствуют молодых парламентариев и участников форума глава Башкортостана Ради Хабиров. Но более подробно о форуме расскажет наш гость в студии Зарина Газизова. Зарина Шевкетовна, доброе утро. Доброе утро. Как дела? Готовы к работе. Сегодня начинаем работу нашего второго республиканского законотворческого форума. К этому очень долго готовились, так как наш первый законотворческий форум, он прошел в 2018 году, когда мы объединили представителей молодежных советов при советах муниципальных образований Республики Башкортостан, наших коллег из молодежных советов, ведущих предприятий Республики Башкортостан, да и представители молодежных общественных организаций. Форум нацелен прежде всего, конечно, на объединение нашей молодежи. Сегодня вместе в рамках секции мы планируем разработать законотворческие инициативы, направленные на актуальные вопросы молодежной политики Республики Башкортостан. Ну, конечно, помимо законотворческой сессии мы планируем провести обучение законодательной технике, так как ребята, которые работают на местах, в районах, муниципалитетах, может быть, не всегда имеют знания по написанию законотворческих инициатив, так как требует это отдельных навыков. Но ребята, они знают проблемы, которые есть на местах. И поэтому сегодня мы вместе с экспертами первоначально обсудим проблемы. После этого, конечно, ребята должны на стратегических сессиях разработать одну законотворческую инициативу. Но помимо этого планируем провести обучение в работе в социальных сетях. Сегодня мы знаем, что молодежь проводит активно время в социальных сетях, транслируют в своих соцсетях информацию, как они проводят время, о мероприятиях, но в то же время подает пример будущему поколению. Немножко про форум, да, откуда такая инициатива появилась, то есть было понимание, что нужна консолидация, да, что именно нужно общаться с ребятами с районов, как-то вот, как это появилось еще в 2018 году, и опять же вот через, сколько, ну получается через 6 лет мы вспомнили про этот форум, да, то есть, ну не было возможностей объективных, наверное. Вот про идею форума расскажите, пожалуйста, вот в какой момент поняли, что нужно всех собирать, консолидировать? Вообще, конечно, мы собираемся постоянно, просто в таком формате, как форум, да, масштабно, когда у нас приезжает порядка 300 человек со всей Республики Башкортостан, вот мы проводим второй раз. Вот за мой созыв, за время работы в молодежной общественной палате. Вот мы проводим мастер-классы, семинары. В любом случае мы с ребятами собираемся на различных площадках. Члены молодежной общественной палаты по положению молодежной общественной палаты взаимодействуют с молодежными советами при муниципальных образованиях. Закреплен куратор за каждым молодежным советом. И так или иначе мы постоянно выезжаем в районы, взаимодействуем, изучаем проблемы молодежи. Но вот такая площадка консолидированная с участием экспертов, конечно, она была необходима, так как у нас сейчас есть очень много направлений молодежной политики, но мы хотели бы именно детально обсудить эти вопросы, соответственно, на площадке форума. Вот. У нас всего 5 направлений, да, отмечу. Это по добровольчеству, меры поддержки молодых специалистов. Мы сегодня пригласили молодых учителей, советников по воспитанию. Ребята будут обсуждать направления по педагогике. Также у нас будет трудящаяся молодежь. Мы очень плотно взаимодействуем с молодежными советами крупных предприятий Республики Башкортостан. У них будет своя площадка по повышению производительности труда для развития региона. Как отметил уже, добровольчество. Темы направления, они прямо из народа. То есть именно из проблем каких-то, да. То есть, может быть, ребят сами предлагали эти темы, тоже об этом обсуждали? Да, конечно, мы обсуждали, мы изучали вопросы. Вот, например, тема «Молодая семья», «Сохранить, создать и приумножить», мы так эту площадку назвали, предложили наши многодетные мамочки молодые. У нас будет вопрос изучаться именно студенческих семей. То есть мы до этого, конечно, проводили мониторинг проблем, поэтому вот, исходя из этого, мы составили направление секции. Немножко вот про модераторов давайте расскажем. Я знаю, что сегодня у нас и интересные гости приехали в Уфу. Вот кто это? Вот можно, в общем-то, рассказать, кто сегодня будет общаться с нашими молодыми парламентариями, так, если можно назвать. Открытие у нас, как вы уже вначале отметили, будет проходить в нашем кампусе Евразийского НОЦ. На открытии примут участие у нас уважаемый глава Республики Башкортостан. Он очень, все мы знаем, поддерживает направление молодежной политики, нашу молодежь.
молодежь. Конечно, ребята счастливы, что он приедет и откроет наш форум. Также сегодня у нас в гостях Евгений Борисович Люлин. Это координатор Ассоциации парламентов Приволжского федерального округа. Он также является председателем законодательного собрания Нижегородской области. Помимо этого приехали наши коллеги, члены молодежного парламента при законодательном собрании Нижегородской области. Вот, ну и, конечно, мы пригласили экспертов, наших уважаемых депутатов по направлению секции и представителей органов исполнительной власти. Ну, с которыми, в принципе, постоянно в связке. Да, на самом мы с ними деле, очень наши плотно депутаты очень открытые. Да, да. Мы очень плотно работаем и с депутатским корпусом, и с органами исполнительной власти. Мы проводим и круглые столы, и где они выступают экспертами площадки. Они являются нашими старшими наставниками, нашими старшими товарищами. А вот сегодня личное, да, присутствие и награждение, в общем-то, главы республики, вот насколько важно, да, воодушевляет ли это ребят, это вот на какие-то подвиги. По сути, они же все же общественники, да, если так подумать, они не получают зарплату за это, все в районах, ну, как-то на местах, там, да, и в республике тоже, вот кто в молодежке. А насколько важно, что вот глава республики лично поддерживает, какие реальные есть вот в плане, подставляют плечо старшие товарищи? Да, безусловно. Мы счастливы, что Ради Фаридович примет участие на открытии, так как мы видим, как он является примером для молодежи. Его путь, его, в общем-то, трудовой путь, он является примером для многих и вдохновляет. Открытие форума, когда у нас на площадке собираются представители, можно сказать, молодежи всей республики, когда приходит глава, по своим личным примерам показывает, как он поддерживает, проявляет чуткость, открытость, конечно, это очень здорово. И когда я вчера сказала участникам, что планируется участие главы Республики Башкортостан, ребята были счастливы, это вдохновляет. И мы видим, что нас не только слушают, но и слышат. Потому что мы знаем, что инициативы, которые исходят от молодежи, Ради Фаридович неоднократно поддерживал, направлял. Ну и, соответственно, я думаю, что итогом форума тоже станут законодательные инициативы, которые в дальнейшем получат путь развития. Вот у нас сегодня также на открытии примет участие наш председатель регионального заксобрания Толкачев Константин Борисович. Он, конечно, и наши инициативы постоянно поддерживает. И, безусловно, нас это очень вдохновляет, так как мы являемся все общественниками. Для нас это очень важно, что вот мы можем нашим старшим товарищам, нашим старшим наставникам представить наши инициативы, и эти инициативы, конечно, получат развитие в дальнейшем. Сегодня, насколько я знаю, со всех районов приезжают, да, ребята? Вот расскажите, пожалуйста, про них. Какие они, да, кто эти ребята? Они все на местах заняты или вот кто они? Приезжают представители молодежных советов при советах муниципальных образований Республики Башкортостан. То есть с каждого района у нас сегодня, с каждого Приедут города? представители, да, председатель. Это сколько? Это 300 человек? Молодежного совета и, соответственно, заместитель и член молодежного совета. Вот. Ну, порядка, да, 300 у нас сегодня участников. Ребята все имеют основное место работы. Вот, и помимо этого являются общественниками. Многие волонтерской деятельности проявляют. Сейчас... Но они в любом случае трудятся на местах, да? То есть они горят за свой район, за свой муниципалитет. Да, они патриоты своего района, своей республики, безусловно. Принимают участие фактически все в волонтерской деятельности, потому что мы этот мониторинг тоже проводили. Сейчас многие работают с семьями бойцов СВО, поддерживают их. Поэтому все ребята, они, конечно же, именно с общественной сферы. Но помимо вот основной работы, у них горит сердце за район, за свою республику. И вот они работают в направлении молодежных советов. А вот действительно, вот вы тоже затронули очень хорошую тему. Насколько молодежная общественная палата, вот она быстро реагирует на вызовы, да, жизненные, потому что у нас что ни год, что вызов, как говорится, да, и вот в этом плане тоже перестраивается ли работа ребят. Мы пережили ковид, сейчас специальная военная операция, да, как у ребят откликается, вот что они к этому, вот не устали, вот, не устали ли, да, вот как они к этому относятся и как приходится с ними взаимодействовать, соответственно, чтобы вот эта энергия была. Энергия, конечно, у ребят есть, потому что, наверное, общественник – это призвание, это состояние души. И сюда именно приходят ребята, открытые миру, желание помочь, протянуть руку помощи. Мы работу это очень активно ведем. Вот вы говорите, период пандемии, да, с первых дней наши ребята, они стали волонтерами. Вот по инициативе главы Республики Башкортостан была создана карта заботы. Вот, мы оказывали помощь ветеранам наших уважаемым, мы одиноким оказывали помощь. То есть вот эту волонтерскую деятельность мы всю, конечно же, оказывали. Сейчас вот мы знаем, что в сложный такой период СВО, наши ребята тоже многие выступают волонтерами, мы взаимодействуем с семьями бойцов СВО, оказываем бесплатную юридическую помощь, кому это необходимо. То есть вот буквально там за последний месяц мы проконсультировали порядка 25 семей по тем или иным вопросам. То есть где-то и моральная, где-то и материальная помощь, соответственно. Где-то морально, где-то материально. Да, у нас в составе молодежной общественной палаты есть и учителя, мы с ребятками подтягиваем предметы. То есть у нас направление, оно абсолютно разное. Конечно, как у нас написано в положении,
деле молодежная общественная палата – это прежде всего законотворческий орган, так как мы при госсобрании. Ну, душа-то болит. Да, но душа у нас, она на самом деле болит, поэтому мы реализуем, помимо законотворчества, мы реализуем социально значимые проекты, потому что это очень важно. Ребята, они воспитываются на социальных проектах, и любой проект, который мы реализуем, конечно, находит отклик в душе, потому что это прежде всего общение с жителями Республики Башкортостан, с молодежью, но и в то же время наши ребятки, они являются примером для подрастающего поколения. Мы проводим уроки мужества в школах, мы работаем именно со школьной молодежью, мы работаем с трудящейся молодежью, ну и стараемся найти ключики к сердцу, наверное, каждого молодого человека, вот с кем мы выстраиваем контакт. А молодежь у нас теперь до 35 лет, теперь надо каждому, в общем-то, найти ключик. Зарина Шевкетовна, вот я знаю, что прошлой осенью, да, была, в общем-то, сформирована гумпомощь именно от молодежной общественной палаты, лично вами. А вот о взаимодействии, да, с луганскими, с донецкими ребятами, я знаю, что очень большое взаимодействие идет, общение постоянно поддержка уж тоже, да. А вот в этом плане, вот тоже ваше мнение, почему вы этим занимаетесь, почему наша молодежная общественная палата занимается, почему? Молодежная общественная палата, мы плотно выстроили взаимодействие с молодежными парламентами ДНР и ЛНР. То есть ребята тоже они проводят очень большую работу по волонтерской деятельности, по законотворческой деятельности. И мы примерно знаем на местах, какие проблемы, что не хватает. И ребята с нами выходят на контакт, и мы, соответственно, приняли решение, коллективное решение с членами молодежной общественной палаты собрать гумпомощь для жителей. Вот мы конкретно в больницу выезжали в школу, общались с ребятками. Вот, поэтому эта работа, она выстроена. Вот, и, соответственно, раз есть и потребности, и, прежде всего, это и воспитательный момент. Ну и ребята сами, конечно, они постоянно говорят: Зарина Шевкетовна, давайте мы организуем гумпомощь, давайте мы поедем на Донбасс. То есть у ребят, конечно, это находит отклик. Мы понимаем, что наши бойцы отстаивают мирное небо над головой, борются с нацизмом. Конечно, наша задача здесь создать надежное плечо, надежный тыл, помогать семьям, собирать гумпомощь. Наши ребята и плетут маскировочные сети. Тому направление в этом плане, конечно, ведется. Спасибо большое, на самом деле, за вашу работу. Зарина Шевкетовна, давайте еще раз пробежимся. Сегодня форум в кампусе, будет глава республики, будут все ребята со всех районов, это порядка 300. Я бы даже сказал, не то что общественника, а людей с горящими сердцами и горящими глазами. Да? Вот. Это второй, в общем-то, законотворческий форум у нас в республике. Сегодня проходит. С нами была, в общем-то, председатель молодежной общественной палаты Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Зарина Газизова.